Родственники пропавших без вести бойцов АТО просят создать группу в рамках Минских договоренностей. Их дети исчезли на территории неподконтрольной Украины. Подробнее в сюжете. Просто я не хочу, щоб вони сюди прийшли і ця розруха була у нас тут. Он ушел на войну, когда сыну было 3 года, а дочери 5. Руслан Сугак был под Иловайском, подорвался на растяжке. Тяжело раненого его забрали в плен боевики. Мать говорит, ее сына в октябре 2014-го ФСБ вывезла в Ростов-на-Дону. С тех пор о нем ничего не известно. Як папина доня, вона дуже його пам'ятає, вона в якій сорочці він там останній раз приходив, в якій футболці він там ходив, що він їй розказував, бабу снігову, яку вони ліпили. Вона дуже добре пам'ятає його. То зараз вона вже як старша, то приходить з школи і починає писати листи татові. І ці листи вона закриває, складає коло портрета і жде, поки тато повернется и будет читать ей листы. Более 2 лет эти женщины ищут своих детей среди мертвых и живых. Семьи просят украинскую власть и мировое сообщество создать группу волонтеров в рамках Минских договоренностей. За пленных говорят, где-то что-то слышно, то за наших детей ничего не слышно. Знаю, что трудно, но у нас 21 век, найти можно. Ми хочемо, щоб на рівні Мінських домовленостей була скликана підгрупа з волонтерів, які могли б проводити пошук зниклих безвісти на територіях непідконтрольних Україні. 492 украинца считаются пропавшими без вести на Донбассе, говорят в Службе безопасности Украины. Их поиски продолжаются. Попасть на оккупированную территорию очень сложно. За этот год поменялся статус 216 человек, которые по 2015 году входили в группу, относящуюся к без вести пропавшим. Для нас очень важно найти всех ребят. И даже если ребята погибли, лежат в земле, а души их на небе, мы должны их вернуть к своим близким. В СБУ говорят, что с начала проведения АТО нашли или освободили 3084 украинца. Эльвина Цидулаева, Асан Иминов, Заман, АТР.